Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и передача «Другие новости». В День семьи, любви и верности Народный фронт поздравляет участников специальной военной операции и их семьи. Мы вас искренне поздравляем с Днем семьи, любви и верности. Желаем вашей семье крепкого здоровья, чтобы ваш супруг был здоров, невредим, обязательно вернулся с победой. Спасибо. Поздравляем тебя с праздником, Днем семьи, любви и верности. И дарим подарок Народному фронту. Спасибо. Держи. Памятный подарок. Такой вот смарт-телевизор. Спасибо большое. Мы огромная страна. Спасибо за такую поддержку. Вместе мы сила, и вместе мы победим. Одной из главных задач Народного фронта является контроль за реализацией национальных проектов. Уже не первый год активисты фронта добиваются возведения школы номер 4 в столице Якутии. В очередной раз мы посетили строящуюся 4-ю школу. Мы следим за строительством этой школы уже несколько лет. Вот объекты все переносится и переносится. Но сейчас, после смены подрядчика, мы видим, что какое-то движение на стройке уже есть. Определенно мы надеемся, что к осени тепловой контур будет закрыт. Работы начали мы с апреля этого года. На сегодняшний день залито где-то 400 кубов монолита. Идут кладочные работы. Кладка завершена где-то на 85%. Идут работы по протяжке кабелей электрики и слаботочных систем. Под цоколем внутренняя канализация и наружная канализация. И я очень благодарна, конечно, Народному фронту, что есть люди, которые от всей души болеют за детей. На контроле у Народного фронта находится и первая школа города Якутска, которая ведется в строй 1 сентября. Народный фронт ждет приглашения и отчеты подрядчика и заказчика строительства первой школы. История инцидента с рыбаками Арктики продолжается. Мы рассказывали о том, что конфисковали рыбную продукцию и автомашины и инициировали уголовное дело. Возбужденное уголовное дело на рыбаков Арктики как браконьеров незаконно. Рыбаки являются представителями коренных малочисленных народов Севера. Артель «Рыболовецкий колхоз «Арктика» – градообразующие предприятия административного центра Быковского и Венкийского национального наследия Якутии. Муниципальное унитарное предприятие «Приморское» – градообразующие предприятия административного центра Хараулахского и Венского национального наследия республики. Дело основано на юридических ошибках и недоказанных обвинениях, в частности, в нарушении системы маркировки без учета свидетельств федеральной системы «Меркурий». Также было ложно указано, что рыба перевозилась с места незаконной добычи, несмотря на наличие у предприятий законных рыбопромысловых участков на реке Лена. Сомнительно правомерность экспертиз из-за отсутствия государственного ветеринарного надзора. Рыбаки обратились к депутату Государственного собрания Ил-Тумен-Якутии Елене Голомаревой. Мы должны сделать все возможное, чтобы люди чувствовали защиту законов государства. По предложению депутата Елены Голомаревой состоялось совещание у уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия. Обсуждались действия, связанные с изъятием рыбной продукции у рыбаков Арктики. Причиной конфискации стало отсутствие маркировки на мешках с уловом. Рассмотрели проблему со всех сторон, можно сказать. По нашему мнению, маркировка рыбы, которая должна была быть у заявителей, во-первых, здесь речь идет либо про информационную маркировку, это по техрегламенту таможенного союза должны были быть бирки, либо речь идет про обязательную маркировку в платформе «Честный знак», но, наверное, известно, что обязательная маркировка на свежемороженую рыбу еще не введена. Она будет вводиться с 2027 года. И в каком виде, какой части свежемороженой рыбы, тоже пока еще нету никакого решения. В данной ситуации мы не видим никакой обязательной маркировки. Информационная маркировка по техрегламенту, но это, по нашему мнению, все-таки не уголовная ответственность, а ответственность административная. По итогам совещания был составлен протокол. Документ фиксирует, что в отношении рыбаков артели рыболовецкого колхоза «Арктика» и МУП «Приморская» была допущена процессуальная ошибка. Признать надо ошибку и дальше, как говорится, защищать интересы
жителей Арктики. Рыбаки Арктики полны решимости отстаивать свое законное право на собственную продукцию и обеспечивать свою будущую жизнедеятельность на родной территории. Я нахожусь на базе артели рыболовецкого колхоза «Арктика». И рядом со мной председатель правления артели Станислав Иванов. Что-то новое приобретаем, но за свои средства, которые мы заработали от рыбных продаж. В основном и старое тоже восстанавливаем. Еще и занимаемся параллельно своим маленьким флотом. В прошлом году, когда мы дома строили, вот эта лодка именно, она очень хорошо себя проявила. Она все материалы на ней мы растаскали. Потому что по устью дельты реки невозможно там на корабле ездить. В данный момент мы обслуживаем, то есть проводим ТО судна, который будет обслуживать нам большой оборот, то есть перевозки людей, нужной продукции. Нам лучше людей перевозить, чем авиаперелеты переплачивать. В отличие, например, от маленькой лодки, у нее есть крыша над головой. Все равно надо условия делать для своих рыбаков. Все-таки север, там ветер, пурга, холодно. Если рыбак будет тепло одет, сыт и комфортные условия проживать, он, конечно, свой план сделает. На севере и так трудно же жить, учитывая нашу логистику, билеты. Но у нас коллектив тут, во-первых, очень молодой. Ребята Булунского УЛУСа. По крайней мере, Мясохоз уже года 3 не помогает. Мы сейчас своим коллективом работаем, чтобы содержать свой поселок. Мы же еще и являемся как городопоселкообразующее предприятие, которое из-за того, что у нас в поселке есть колхоз «Арктика», существует наш поселок маленький, Быковский. И для этого и работаем. Мы восстановили судно «Залив». Кстати, очень интересная история у залива. Когда у нас легендарный председатель работал, Винокуров Иннокентий Иванович, его подарил первый наш президент Николаев Михаил Ефимович. Колхоз миллионер был. Рыболовецкий колхоз в Якутии один был. Вот видишь, свежая. Ищи кровь. Чем быстрее до Якутска дойдет эта рыба, у нас деньги будут. Профессия наша, профессия. Студентов у нас много. Вот школьники 14 лет уже рыбачат. Они члены бригады уже. И плавать умеют. Да, кого-то у нас лучше, чем в Дубае. Пески посмотри, какие пески у нас. Мука. Это деньги. Мы насчет этого и живем, зарабатываем. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет собой мультимедийный выставочный центр. Выставка «150 артистов Союза театральных деятелей». 150 лет русского театра – целая эпоха на одной сцене. Погрузитесь в захватывающее путешествие сквозь время и сцену на масштабной экспозиции, посвященной 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Уважаемые участники третьих международных музыкальных игр, для меня большая честь выпала сегодня выступать на закрытии игр. Конечно, время быстротечно, время скоротечно, и вот недавно буквально мы открывали игры вместе с главой, и мы сегодня уже присутствуем на церемонии закрытия третьих международных интеллектуальных игр. Третьи международные интеллектуальные игры объединили детей из 15 стран, 22 регионов, больше 500 участников. Это, мне кажется, о многом говорит. Говорит о том, что наука – это не скучно, наука – это интересно, наука – это перспективно. Сегодня в историческом парке у нас проводится закрытие третьих международных интеллектуальных игр. Сегодня будет награждение наших почетных гостей, а также победителей наших конкурсных мероприятий. Для этого у нас собрались здесь участники, тьюторы, организаторы, также лидеры делегаций. Сегодня мы все ожидаем итогов наших интеллектуальных игр.
Приехали мы сюда на дипломатическую смену, привезли примерно 50 школьников разных классов, разных возрастов, для того, чтобы они здесь, во-первых, отдохнули, а во-вторых, очень содержательно провели это время. Для этого у нас в лагере организованы лекции, выступления, мастер-классы. Мы рассказываем о современных международных отношениях, о дипломатии, о коммуникациях друг с другом. Это тоже важный элемент нашей работы. Очень много призеров, очень много ребят, которые получили первые, вторые, третьи места в играх. И мы очень рады, что мы посетили такую интересную программу. Рады Якутии. Наши дети уже здесь второй раз на международной смене. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Администрация исторического парка «Россия. Моя история» приглашает летние детские лагеря и группы продленного дня из столицы Якутии и прилегающих районов в исторический парк. Для них разработаны специальные программы. Ищите, чем разнообразить программу вашего летнего лагеря? Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает организованные детские отряды на каникулы в историческом парке. КВИП – это двухчасовой интерактивный познавательный квест, где дети в игровой форме смогут познакомиться со своей историей и культурой. Программа отлично дополнит план вашего отряда, добавив в него яркий образовательный элемент. Ждем организованные группы школьников с 1 по 7 класс по адресу Уткина, дом 5. Экспозиция, приуроченная ко Дню Республики Саха-Якутия, Году единства народов России и Годы культуры в регионе, открывает перед зрителями богатое этнокультурное многообразие Якутии, демонстрирует тесное взаимовлияние и переплетение традиций в общем историческом пространстве. Приходите, ждем вас! Желаю вам приятного лета и хорошего настроения. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч!